В ночь на субботу Россия нанесла массированные удары с использованием беспилотников и ракет по восточному городу Украины Харькову, в результате чего, как сообщили местные власти, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще более 20 получили ранения. Шквал российских ударов, нанесенных по Украине накануне, оставил следы разрушений в нескольких городах страны, где были уничтожены жилые и адміністративні здання. В результаті п'ятничних обстрілів погибли по меншій мірі 4 чоловіка. Багато хто був на вулиці, в нас тут, на жаль, немає справних укриттів для того, щоб уберегтися. Зі слів очевидців, це був приліт ракети. В Луцке, административном центре Волынской области на северо-западе Украины, в результате удара российских ракет и беспилотников погибла молодая пара, которая планировала пожениться. Жертвами ударов по Киеву стали трое спасателей. Возросшая интенсивность российских атак на Украину за последние недели ослабила надежды на то, что воюющие стороны смогут достичь мирного соглашения в ближайшее время. Особенно после того, как Киев недавно унизил Кремль неожиданными ударами беспилотников по военным аэродромам в глубине России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил ему, что Москва ответит на эту атаку. Эстония будет сдавать в аренду помещения Тартуской тюрьмы и принимать до 600 заключенных из Швеции. Законопроект уже направлен в парламент. Несколько камер планируется оставить для местных нужд, для вытрезвителя или краткосрочного ареста. Эстонские силовики указывают на риски такого сотрудничества. Peamised murekohad, mida meie näeme, on see, et Eestisse ei saabuks äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse seostega inimesi. Näeme ka seda, et välisvange võivad hakata külastama isikud, kellel on seoseid äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Благодаря соглашению со шведами Эстония надеется получить дополнительный доход в размере не менее 30 миллионов евро. Me pigem ei võta vastu ka selliseid kinnipeetavaid või võtta vastu selliseid kinnipeetavaid, kes siis on naised, lapsed vanuselt, tegemist on siis kinnipeetavaga, pigem selliste isikuvastaste kuritegude eest karistatud, narkokuritegude eest karistatud inimesed, kellel puuduvad sellised võrgustumise tunnused, et kes ei tohiks kujutada siis märkimisväärset ohtu nagu Eestile tervikuna. 2 года назад число заключенных в Эстонии впервые опустилось ниже отметки в 2000 человек. В Швеции картина совсем иная. Власти хотят ужесточить уголовный кодекс и увеличить тюремные сроки, чтобы обуздать преступность. Со следующего года почтовые отделения, обслуживающие тысячи небольших населенных пунктов по всей Болгарии, будут обменивать лево на евро. В селе Крепость нет ни одного банка или другого финансового учреждения. Однако почтовое отделение открыто ежедневно. С цел да се избягнат злоупотребите, нямаме чендж бюро и български пощи за населението, за възрастното, пак казвам, ще бъде много добре. Местные жители, с которыми пообщались журналисты Евроньюз, не поддерживают единую европейскую валюту. Не искам евро. Българското си българско. Мисля, че еврото не е начина, по който България може да се оправи. Така много по-млади като нас. Молим си и вярваме дано да ни влезе. Толкова други държави има, се отказват и не влизат. Защо? А ние защо? Малка държава сме, бедна. Още ли повече да обеднеме? В течение первых 6 месяцев услуги по обмену валюты будут бесплатными. Болгария официально войдет в еврозону 1 января 2026 года. Около 30 тысяч человек остались без электричества на юге Польши после того, как сильный ветер с грозой и градом повалил деревья и оборвал линии электропередачи. С домов срывало крыши, ущерб нанесен сельскохозяйственным строениям, перекрыты дороги. Местами за 10 минут выпало до 10 литров осадков на квадратный метр. Przez Polskę wczorajszej nocy przetoczył się front burzowy. W całym kraju strażacy mieli zdecydowanie więcej interwencji niż rutynowo. Ponad 2000 interwencji w całym kraju. Na terenie województwa świętokrzyskiego tych interwencji było ponad 200. Mamy bardzo duże zniszczenia i w budynkach komunalnych, i w prywatnych domach, i w drogach, połamanych drzewach, podtopieniach, zalaniach, więc pracy jest bardzo, bardzo dużo w tym momencie. Экстремальные погодные явления отмечались по всей стране. Польская метеослужба также объявила предупреждение 2-й степени для части Подкарпатского воеводства из-за сильной жары.